Мои дорогие друзья, добрый день, Лея Холшин. С вами снова Лейла. Так, буду заниматься рассадой, которая уже, в принципе, приросла, не знаю. Если честно, я немножко жалею, что я ее посадила. Ну, потихонечку. Так, друзья, как у вас дела? Как ваше настроение? У меня мое настроение поднялось после вчерашнего моего ролика. Мне очень понравились ваши комментарии. Огромное вам спасибо. Это после ролика, в котором я говорила о том, что я буду снимать рецепты какие-то, можно ли или нет, как вы советуете. И я поняла, какое у вас отношение ко мне. И вы знаете, это очень приятно, действительно очень приятно. Я не льщу, но это вот мое состояние. Я именно такого отношения к себе, наверное, не хотела. Да, наверное, любой человек, любой блогер тоже хочет, чтобы его подписчики к нему относились вот с такой любовью и теплотой. Огромное вам спасибо. Это действительно мне было очень нужно. Это было то, я нашла в Ютубе действительно то, что мне не хватало. Что мне не хватало в моей жизни. Я нашла людей, которые меня понимают. И огромное вам спасибо. Так, друзья, положу спицу греться, пока не буду ее лежать. Я хочу пересадить рассаду, как вы поняли. Потому что сегодня в огороде ничем заниматься, в принципе, так. Сыро. Вчера прошелся дождь. Гости мои уже уехали, к сожалению. Аишка с Мухаммедом и Мадинкой. Так, даже муха проснулась. И уже немножко скучновато, конечно. Так, видите, налила себе апельсинового сока моего любимого. Вчера мои девочки, ну, вернее, дочка, наверное, привезла именно то, что любим мы, бабушка и я. Она говорит, я хожу, говорит, по магазину, никогда не могу найти, чем тебя угостить, что привезти к чаю, потому что я не люблю сладости, честно признаюсь, не ем шоколадок, очень редко ем тортики, ну прям вот есть некоторые тортики, которые только я ем, и поэтому она привезла мне черчхелу, которую я люблю, бабушке привезла апельсины и бананы, которые она любит. Мне привезла грейпфрут и огромный гранат. Ну, короче, всем понемножечку. Но она просто пока еще не получила денежку и принесла, что есть. Хоть я ей поругала ее, зачем ты тратилась. Так, видите, перерастает она уже, бедная. Честно вам признаюсь, я не собирала. Ну, это то, что я сама посажала. Потом еще Оксана, которая мне прислала семена, они тоже взошли, некоторые взошли, но у меня там произошла небольшая неурядица, и враги у меня поменял местами, и я не знаю, какой там теперь, что там за сорт, так пока не буду представить. Купила вот такой вот огромный мешок земли, 50 литров, он мне обошелся в 600 рублей. Если честно, мне кажется, лучше бы я и купила готовую рассаду, чем заморачиваться, потому что я еще раз вам скажу, что у меня темно на окнах, очень темно, и я не знаю, как и что мне делать. И теплицы на улице у меня нет, и парничка нет. Может быть, сейчас какой-нибудь парничок и придумаю. Хотя у меня еще много семян, которых я купила и нужно посадить, но эти семена я собираюсь сразу сажать, чтобы стояли у меня на улице. А эту рассаду уже придется закалять, ее придется заносить, чтобы привыкнула к температуре, и только потом уже оставлять на улице под пленочкой. Так, пересаживать я буду вот такие вот стаканчики. Мне в них удобно, я и раньше в них точно пересаживала. Вот. Занимать ваше время, конечно, не буду, просто покажу, что я собираюсь делать. Так. Спица накалилась. И вот такие вот несколько дренажных отверстий сделаю, чтобы водичка не застаивалась. И все. Она еще нехорошо накалилась. Вот такие вот дела. Так, пока накаливается спица, я вам тогда показала, что я купила. Вот, уже и азан прозвучал. Так, ну вот, друзья. Намаз я сделала, отлучилась. Теперь все-таки сделаю обзор этих семян. Что я купила? Конечно, купила очень много. Но вы знаете, почему я покупаю много и почему именно сейчас? Вообще, ну, почему вообще сажаю, тоже не странно, потому что семья большая все-таки у меня.
И сестра приходит, тоже ей приходится давать. Не то, что приходится, я ей даю просто. И Мадина живет сейчас уже сколько, 4 года, как она замужем. Она же 3 года живет в квартире, ей тоже кое-что нужно давать, даю я, потому что свое все-таки хорошо, деткам тем более. Поэтому сажаю я, конечно, даже чуть больше, чем нужно для моей семьи. Так, ну вот смотрите, купила вот такую вот редиску. Она такая, знаете, за 18-22 дня, говорят, скороспелая. Вот такую вот редисочку тоже купила, тоже за 18-20 дней, посмотрим. Ну, у меня иногда с редиской бывают проблемы, она плохо растет, редиска и морковь. Так, а это фасоль, вот спаржевая фасоль, 45-50 сантиметров, невысокая. Это тоже такая же невысокая. В прошлом году у меня была вьющаяся, а это маленькая. Я ее, друзья, замораживаю и делаю кое-какие салатики, кто со мной давно вроде бы знает. Купила листовую петрушку и купила корневую петрушку. В прошлом году воевала с этой петрушкой. Маленькая грядочка только взошла, не было у меня ее. Так, купила вот такой вот щавель. Щавель тоже в прошлом году, друзья, 4 раза пересевала. Последний раз зашел, но почему-то опять высох. Не знаю, проблема с щавелем. Ну, это салат такой вот одесский кучерявый. Его я сажаю каждый раз по мере, ну, через каждые 10 дней, короче говоря, как и также сажаю и укроп. Вот. Я показываю сначала большие семена, ну, большие пачки. Вот такой вот 2 укропчика таких взяла. Он сказал, что они хорошие. За 42-45 дней спелости вроде бы у них. Тоже укропчик тоже я сажаю через каждые 10 дней. Сначала я сажаю одну большую грядку и ей даю пойти в зонтик. Высушиваю ее, чтобы она у меня на лето бывала для засолки для себя, чтобы не покупать. А потом уже через каждые 10 дней подсеваю молоденькую. Так, купила вот такую вот свеклу. Это капуста ранее купила, тоже посажу. Сегодня надо обязательно посадить. Так, морковку я сказала ему, что у меня морковка, я все время с ней воюю. Он мне вот такую вот гранулированную сказал, дал 2 пакетика бесплатно причем. Не знаю, посмотрим в этом году, что у нас получится с вами. Так, огурчики просто у меня там надо было округлить сумму, я купила их, не знаю, что за огурчики, что с них будет. Огурец F1 майский, такой гибрид. Он и в теплицах можно его, и так можно, говорят. Посмотрим. Так, не буду вас долго задерживать. Огурец буржуй F1. Так, тоже для необогреваемых теплиц тоже можно, но и в грунт можно. Огурец F1 ефрейтор. Вроде бы так они красивые. Этот огурчик мне самой понравился. Зазуля F1. Посмотрим, что будет. Так. Ну, тоже вроде бы для теплиц, но если на улице тепло, то и для наших. Я думаю, для наших широт тоже подойдет, потому что у нас тепло. Ну, в мае тем более уже бывает тепло. Так, значит, купила капусту июльскую обыкновенную, купила цветную капусту 2 пакетика, купила брокколи 2 пакетика, пекинскую капусту купила брюссельскую капусту и капусту вот такую вот краснокочанную. Смотрим, друзья, что будет у нас с нашей капустой. Так, теперь из пряностей. Значит, базилик. Купила 2 пачечки. Базилик, правда, в прошлом году у меня был. Не хватило своего. Так, руккола. Я люблю рукколу добавлять в салатики для себя. У нас никто не ест, если честно, кроме меня. Шпинат. Тоже никто не ест, кроме меня. Ну и старший сын иногда увлекается этими разными растениями. Кресалат тоже действительно никто не ест, кроме меня. Купила кресалатик. Но это все вот будет еще подкупаться, потому что они быстро уходят в цвет, если их вовремя не сорвать. Вдруг заморожу, а нет, так и съедается. Так. И не знаю, наверное, поздновато, но я все-таки их купила. Посмотрим, что будет. Будет, что будет. Потеряем немножко денежек. Вот такие помидорки. Конечно, я уже 4 дня, как я купила, давно надо было посадить. Они уже сходили, наверное, но не успеваю. Так,
Они у меня были в один год, они мне очень понравились. Они вот получаются вот точно такие же, как на картинке, вот такие вот черные. Просто интересно. Салатик даже добавить, и то интересно. Ну, это точно поздновато, но я все равно посажу, просто желтенько хочу. Ну, все равно у турков можно будет купить. У нас турки занимаются, мои знакомые хорошие, именно рассады они и сажают на продажу огромными прям партиями, привозят к нам. И у нас здесь в Ингушетии выращивают, и в соседней республике в Осетии они живут в основном. Там выращивают и привозят нам продавать и рассаду, и всю продукцию. Молодцы ребята, если честно. Они умеют вот именно заниматься землей, выращивать. Ужасно трудно трудятся, конечно, это большой труд. Самим все и рассаду сами делают, и все эти овощи, которые они сами выращивают. Это просто умницы. И мы вместе много работали, долго работали, потому что я продавала, я не знаю, вы знаете, ну, кто со мной давно знает, что я сама тут сажала огурцы и картофель. Ну, прям гектарами сажала картофель, огурцы, правда, полгектара у меня всегда бывало. И у меня была торговая точка прямо по дороге. Ну, когда ассортимент у тебя только картошка и огурцы, покупателей же мало бывает, а когда уже у тебя больше ассортимента, люди лучше подходят, и поэтому я привозила из других республик, привозила, сами мне турки подвозили подешевле. Ну, конечно, когда они подвозят, получается чуть-чуть дороже, чем если я поеду и привезу. У нас тогда была так, бортовая «Газель». Ну, мы так, знаете, недельку один раз, может быть, 10 дней один раз ехали и привозили себе продукцию. Но когда вот между этими 10 днями там, или неделями, когда мы полный груз, если не вести полный груз, то невыгодно туда ехать. Если у нас получалось так, что кое-что надо подкупить, что-то закончилось, а что-то есть, тогда вот они нам привозили товар прямо вот на точку, ну, дешевле, чем, конечно, на рынке, но чуть дороже, чем на том рынке, на котором обычно мы ездили. Вот так вот, ну, вот такой вот помидор купила. Вот этот вот мне так интересным показался, черная груша. Посмотрим, друзья. Так. Конечно, поздноватенько немножко, но у нас же осень не холодная, в конце осени все равно, мне кажется, все-таки они успеют. Среднеспелый 100-117 дней. Вот. Ну, я надеюсь, все-таки созреть успеют. Если вдруг не успеют созреть, то мы их зелеными засолим, правда же? Вот такие вот черри. Вот такой вот томат розовый гигант. Вот дебарао желтый. Я когда-то сажала дебарао черный и красный. И, по-моему, розовый. Мне нравились эти помидоры, прям вот очень вкусные. Так, ну вот такой вот томат шоколадное сердце, тоже, наверное, будет темного цвета. Посмотрим. И томат сладкоежка. Ну, это точно бывает сладкие. Он скороспелый, 97-111 дней. Вот. Так что посмотрим, друзья. Вы будете наблюдать, что я тут делаю. Эксперименты мои. Ну, купила вот такие вот цветочки, раз начала, покажу до конца. Такую календулу нравится мне. Вы знаете, даже эти самые простые цветочки мне очень нравятся. У меня там в том палисаднике календула самосевом сама всходит. Были когда-то вот несколько кустов, и она самосевом вылазит. Вот такой у нас настурцию тоже мне нравится, настурция. Вот такую астру. Вот такую вот астру. Что-то вот именно все взошло, а то, что прислала мне Оксана, именно астра у меня что-то не взошла, не знаю почему. Так, вот такой. Ну и вот, мои друзья, я не стала даже показывать вам, потому что сделала это очень быстро, пересадила. Вот для этих мне не хватило стаканчиков. Сейчас я вам покажу, как все это сделала. Видите, вот так вот. Рассадила вот такие вот стаканчики, как я вам показывала. И вот такие сетки они у меня. Я в тот раз, когда ездила на рынок, привезла себе эти сетки. Вот такие, видите, ну, от овощей, после овощей. Вот. Уже несколько штук Ибрашка завез. Вот так вот, друзья.
Я сегодня поработала. А это я посадила эти семена, которые вам сделала обзор. Видите, вот такие вот плошки. И вот эти вот я сегодня, конечно, оставлю в доме на ночь. Уже поздно, скоро. Мне надо сейчас быстро делать ужин, поэтому я по-быстренькому все это сделала. Не стала снимать даже на камеру, потому что и так я смотрю, много я наговорила. Много отниму у вас времени. Если бы я как-то хорошо умела это делать, можно было бы кого-то научить, я бы и показала. А так, друзья, я так неопытная, можно сказать, в этих вещах, поэтому не стала вас долго заморачивать, вернее задерживать. Ну вот так вот я подписала. На сей раз у меня был уже маркер. Вот из-за того, что у меня не было маркера, не было подписано, я попросила Ибрагима те вот такие вот ложки, которые у меня стоят, чтобы он мне с окна вернее, со стола поставил на окно. А на ней у меня лежали вот эти вот цветочки, на которых Оксана мне написала, какой сорт. А он взял и все там перепутал. И теперь они у меня выросли, а я не знаю, что из чего, как. Ну вот так получилось. Оксана, извините. Взойти зашло все, кроме вот одной коробочки, в ней что-то не взошло, и не взошли астры, еще раз скажу. Не взошли астры, не знаю почему. Может, и слишком тепло было на окне, я их сейчас поставила на пол. Говорят, что астрам не нужно, чтобы было тепло. Вот так вот. Вот эти вот в таком же положении я просто даже, может быть, сегодня оставлю здесь, потому что здесь, в принципе, да, не холодно. А утром, как только чуть-чуть станет теплее, перенесу на улицу. И вот так вот буду какое-то время делать эти манипуляции, пока не станет, ну, не будет уже вечерних заморозков. Так, поставила творог делать. Вчера молоко просепарировала. Сметана так и я не поняла. Эта сметана загустела моментально. Стала прямо маслом. Хотела немножко его разжижить, добавила молочка, начала перемешивать, и оно почти сразу становилось маслом. Короче, неудачное, не знаю что и как. Посмотрим, в следующий раз соберу. Посмотрим, нормально ли будут следующие сливки. Эту штучку я крутила, мне писали, что нужно крутить эту штучку в одну, я и в одну ее сторону, и в другую сторону. Ну, короче, так получилось, делать нечего. Все, друзья, сейчас делаю творог и решила сделать им на ужин вареники. Вареники с творогом. И, наверное, немножечко сделаю вареники с творогом и с черемшой. Пока еще сезон не прошел, пока я еще, ну, чуть-чуть оставила, не замораживала. Поэтому из нее я буду делать вареники с черемшой и творогом. Ну, их будем кушать только я и мама. Мальчики не любят, если честно. С черемшу любит мой сын старший. Ибрагим ни в каком виде не ест черемшу. А вареники никто не ест у меня с черемшой. Так, ну все, это сейчас я попрошу Ибрагима, чтобы он это все унес. Ну, растения. Это мне надо будет завтра, скорее всего, купить стаканчики и пересадить стаканчики. Перчик вообще не успела пересадить. Это тоже он сейчас занесет. Ну и займусь ужином, друзья. Ну вот, друзья. Я почти закончила лепить вареники, но не стала включать, потому что у меня и так получится слишком длинный лук. 2 лоточка я сделала просто так с творогом. Мальчикам хватит, я надеюсь. А это я начала делать нам с мамой с черемшой и творогом. Видите, вот немножко осталось. Это я делаю. Творог уже у меня согрелся, буду делать творог. И все, наверное, друзья, на сегодня я свой влог завершу. Ничего такого путного, конечно, вам не показала. Но, как я всегда говорю, это еще один день с вами. Ну, так можно сказать. Так. Тесто у меня лежало, 3 дня даже лежало, и оно уже немножко размякло. И поэтому мне не очень-то нравятся эти вареники, но пусть будет. Тем более, чтобы тесто не пропало. Больше 2 дней все-таки тесто хранить не стоит. А вот замораживать я не рисковала. Как-нибудь кусочек заморожу, да посмотрю, что получится. Потому что уже после 2 дней, как оно лежит, оно становится более таким вот, как бы, мягче, слишком мягкое.
вроде бы и перемесила, но все равно вот не такое, как нужно для пельменей. Но я отварила, посмотрела, все нормально, ничего страшного. Так что не дадим тесту пропасть. Сейчас сделаю творог, как раз будет время, они приедут уже. И попозже, наверное, этот кусочек, чтобы не пропал, тоже что-то сделаю. Тесто кусок. Вот такие вот, друзья, дела. Картошку надо срочно покупать, срочно сажать. Я обычно, у меня же всегда свои семена бывали. Я их в эту котельню заносила, картошка прорастала и буквально быстренько всходила. А теперь, видите, как-то я и замоталась и не купила. Да и не встречала я семенной картошки нигде, не знаю. Мне сегодня даже моя подписчица звонила, спрашивает, где можно их купить. Раньше-то по дороге всегда стояли, вот когда я еще сажала картофель, мы прямо вот выходили на дорогу, выносили и прямо у дороги торговали семенной картошкой. Но вот последние годы я не вижу, чтобы она там стояла. Не знаю. Можно было бы поехать на рынки в воскресенье, только это уже еще очень долго, в воскресенье далеко. Там продают, даже бывает хорошенечко пророщенные в сеточках, вот в таких, как я делала как я семена сажала. Из-под овощей. Вот в них турки тоже на рынке продают картошку, которая хорошенечко вот проросла. Ну, может быть, скорее всего, я даже до воскресенья и подожду. Все равно земля холодная, по-любому. Там она и будет, эта картошка там лежать. Если так, может быть, пленочку положить. Но я все не предусмотрела. Можно было бы поехать купить семена, положить, посеять, вернее, посадить, не посеять, а посадить и накрыть пленкой. Но опять-таки у меня еще рядов не было сделано. Как-то, не знаю, не додумалась. Мне там писали в комментариях, что сейчас пашут. Нет, у меня трактор, когда я вам показывала в ролике, он не пашет, он делает ряды такие. Землю мы вспахали еще осенью. Если бы осенью не вспахали, она бы сейчас была неважная, конечно, была бы в комках, потому что такие глыбы были осенью. Все-таки у меня же там в основном были посажены огурцы, а между ряде огурцов было слишком даже, вот прям, мы постоянно же ходила, я и поливала, и огурцы срывала. Была очень жесткая земля. Так вот, друзья. Ну все. Сейчас тут у меня осталось на одну начинку, не буду время ваше отнимать, быстро сделаю один кружочек и потом буду делать творог. Ну и вот, мои друзья, и творог я сделала. Правда, все я это делала без вас, извините. В следующий раз буду делать с вами творог, я надеюсь. Просто даже и этот творог у меня почему-то получался очень плохо. Видимо, что-то с молоком, я не пойму. Вот это то молоко, тот обрат, из которого и сметана шла такая вот густая. Непонятка какая-то. Еле-еле сделала из него творог. Ну, пусть будет. Все. Теперь я поставлю кастрюлю, друзья. Буду отваривать варенье, потому что мальчики уже говорят, позвонили мне, говорят, что уже уехали. Ну, пока они будут ехать, вода закипит. А пока вода закипит, я быстро побегу, подаю корову, чтобы быть спокойной. И на сегодня покормлю свою семью, помою посуду и все, наверное, на этом. Ну, вот так вот, мои хорошие. Вы тоже моя семья. Я и с вами немножко побыла. Всех вам благ, мира и благоденствия. Ну, вот как-то так у меня сегодня.